Соглашение подписано, соответственно, теперь следующий этап уже после его регистрации Владислав Таевич будет подписывать распоряжение для земельного участка. Всего в Кызыле будет построено 38 многоквартирных домов общей площадью 150 тысяч квадратных метров. Предусмотрено все, в том числе стоянка для автомашин. Над соглашением работали несколько сторон. Это Тува в лице исполняющего обязанности министра строительства республики Аяса Хунайола и представители строительных организаций соседних регионов. Одним из инвесторов строительства нового микрорайона стала абаканская компания «Трансстрой». Подписано соглашение, которое позволяет продолжить уже начать работу по рабочему проектированию, по уже конкретной реализации строительства. Исполняющий обязанности главы республики Владислав Хавалык отметил важность совместных усилий и вложения инвестиций в развитие республики. Также он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимопомощь между соседними регионами. Я очень рад за будущих жильцов данного микрорайона. Это будет стандарт, к чему мы будем стремиться и в других населенных пунктах, и в других микрорайонах города. Это будет пример для многих застройщиков. Хотелось бы, конечно, сейчас только реальное воплощение в жизнь данной презентации. При выборе места для постройки нового современного микрорайона проектировщики выбрали территорию на месте бывшего Шанхая. Архитектор Антон Шаталов рассказал, что над проектом работали 3 месяца. И мы захотели сделать новый район по абсолютно современным стандартам, которые в мире приняты сегодня для проживания людей. Но при этом подчеркнуть идентичность места, обязательно подчеркнуть местную фауну, местный ландшафт, использовать в благоустройстве растительность тувинскую, абсолютной функциональности, шикарных видовых характеристиках, довольно разнообразной квартирографии, когда есть и студии, и крупные квартиры трехкомнатные. И все это сбалансировано на основе изучения рынка местного. Мы сделали вот такой район, который сейчас приступаем к уже рабочему проектированию, детализации, и компания «Трансстрой» приступит к его реализации в самое ближайшее время. Новый микрорайон будет строиться на возвышенном месте Кызыла, поэтому по ассоциации с самой высокой горой Тувы Мангун-Тайгой проект был назван «Мангун». Один из первых проектов, который начал реализовываться, это как раз на базе микрорайона, который мы называли все, помните, Шанхай был у него такое нарицательное имя, потом появилось название рабочий у нас микрорайон Горный, то есть там сейчас снесены все дома, там, где находится 14-я школа, которая признана аварийной, и, соответственно, буквально 3 месяца назад произошла встреча с руководителем Транстроя, то есть и Владислав Таевич предложил ему заняться как раз освоением этого микрорайона Горный. Предварительно в микрорайоне Мангун будет жить около 6 тысяч человек. Каждый новый дом будет иметь свой уникальный облик, но при этом стандарты будут едины для всего микрорайона. Высота домов будет разной – в 6, 8 и 9 этажей. Самое главное, что на территории предусмотрено строительство 3 детских садов и школы на 825 мест. Действительно очень здорово, что застройщик и архитекторы подошли неординарно к этому проекту. Все-таки он такой действительно открытый, то есть он комфортный для проживания жителей. Предусмотрена школа начнется строиться уже с следующего года, 22-го. Это взамен аварийной школы 14, которая подлежит сносу. И здесь есть такие национальные особенности. Каждый дом имеет свой архитектурный элемент, который соответствует какому-то виду животного. И я предполагаю, что даже у каждого дома будет свое название. Очень здорово, да? Жить в доме, у которого есть уникальное название, как и у квартала. На первых этажах домов будут располагаться магазины, кафе, рестораны и офисы. По предварительным расчетам, бюджет строительства микрорайона составит порядка 15 миллиардов рублей. Реализация проекта начнется в следующем году и продлится до 2029-го. Инна Клоян, Буян Мангуш, Кузыл Сарыксарен, Тува 24.